Дорогие друзья, всем привет! В эфире 351 выпуск программы «Пропеллер». Да, а значит, следующие 13:30 вы проведете вместе с нами. Какие у нас сегодня сюжеты на повестке дня? Вот это точность. Первый наш сюжет посвящен теме «Красота и студенчество». Мисс и мистер Богуэб 2014. Там всегда, когда выходишь, на деловом выходе говорят, презентуют, вот выходит Денис там Иванов в этом деловом костюме, он ходит с девушками там в какой-нибудь ресторан, он в нем выглядит всегда так красиво, там, элегантно там. И мой текст был такой: это Славик Брешев. Этот пиджак он купил в 9 классе на выпускном, а брюки взял у своего бати. Вот так вот просто. И это серьезно, это вот так вот все сказали. И я стал вице-мистером. Очень много нервов на это тратится. Вот, допустим, у меня уже сшито платье на выход. У тебя уже шито-крыто. У меня все шито-крыто, все. Платье есть, туфли. Буквально вот за неделю до конкурса платье не застегивается, не сходится. Что такое? Я понимаю, как не странно. Кафешки, бургер-хит. Реально, кафешки там всякие, это сказывается. Платье не сходится. Надо за неделю похудеть на 5 килограмм. Легко. Дорогие друзья, добрый день. Сегодня мы находимся на ежегодном конкурсе «Мисс и мистер Богуэб 2014», где определится самый красивый и самая красивая студентка нашего любимого университета. А что же творится за кулисами этого конкурса? Пойдемте и посмотрим. Не переключайтесь. Ваши бурные аплодисменты! Встречаем, поддерживаем! Всегда радует то, что на мероприятии, которое проводит Байкальский государственный университет, очень много народу, веселые ведущие, очень красивые люди, и вообще все проходит очень здорово. Вот сейчас мы находимся возле сцены, и возле именно того помещения, где находятся наши артисты и наши претенденты на звание «Мисс и мистер Богуэб 2014». И давайте пройдем и посмотрим, что там происходит. Вот за этой вот дверью, наверное, ребята волнуются. Walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Мы движемся дальше, идем к нашим непосредственно участникам. Вот смотри, ты специалист земельно-имущественных отношений. Как твоя красота может помочь твоей профессии? Ко мне будут приходить красивые люди, они будут меня бояться брать мои земли, которые я буду продавать. Если он журналист, допустим, или кто-то поможет, а если экономист, допустим, то там не особо надо. Как должна выглядеть самая красивая девушка? Хорошо выступить, запинаться и выбрать стиль. Ну, рост, вес не важно, главное само выступление, чтобы подобрана была потанцовка, одежда. А как красивый мальчик должен выглядеть сегодня? Красиво, подвижно, активно. А если бы я сегодня участвовал, я бы победил? Да. Как тебе вообще сегодняшние твои конкурсантки? Ну, конкурсантки вообще клевые, мне очень понравилось, как пела Армине. Вот эта зажигательная песня, я просто стояла и танцевала. Ну, вообще круто. Как ты считаешь, твоя красота, она будет всегда помогать тебе? Или вот красота, да, женщины, она как бы может еще погубить? Ну, красота может и погубить, и помочь, но для меня будет, наверное, главное не то, что мне будет помогать красота, а то, что я буду пытаться добиться сама. Погубить я не думаю, но помочь может. Ну, женщине красота всегда помогает. А как выглядит не мисс Богуэб? Которая не учится в Байкальском тайне мисс Богуэб. Любая девочка в душе, она мисс. И мисс Богуэб, мисс Вселенной. Ну, вообще, хоть кто, каждая девочка победительница. Ну, вот есть же такое на конкурсах красоты. Возьмут там шпильку, подпилят, там платье подожгут. Но здесь, как я понял, все отлично, да? Даже более чем. Это ответ наш мировым конкурсом красоты. Вот такое вот веселье сегодня, ребята, мы сами решили повеселиться.
важно, кто сегодня победил. Важно то, что я нашел себе свою мисс БГ. Следующий наш сюжет посвящен литературе и чтению. И могу сказать одно, что если бы на улице ко мне подошли и задали вопрос: Марина, какую книгу ты прочитала последний раз? Я бы очень долго думала. Ко мне подходили неделю назад и спрашивали. И оказывается, это плохо. Ну, это неплохо. Да, это как-то сразу в неловкое положение ставят. Молодой человек, здравствуйте, а какую вы книгу последний раз прочитали? Я прочитала рэп. Нет, я электронную. На самом деле, я признаюсь вам, у меня есть страшная тайна. Это я тот человек, который задавал людям вопросы. Серьезно, я когда учился в институте, у нас было задание снимать новости, как бы, и снимать опросы, в том числе на улице. И вот я подходил к людям, задавал этот вопрос: какую книгу вы прочитали в последний раз? И это был где-то 2005 год, поэтому все отвечали, тогда вышел фильм «Волкодав», все отвечали «Волкодав, Волкодав, Волкодав». 4 волкодава было на моей памяти, а потом люди, которые говорили просто: какую книгу вы прочитали в последний раз? Я много читаю. И уходили. И лучший ответ – это я вот подбежал к мужчине, когда он быстро куда-то спешил. Я говорю: скажите, пожалуйста, какую книгу вы прочитали в последний раз? Теория квантовой механики. И ушел. Вот это был самый лучший ответ вот на этот вопрос, мне кажется, вообще в этой жизни. Роман Михаила Шишкина «Письмовник» — это книга прежде всего о любви. Она содержит переписку двух молодых людей — Володи и Александры. Владимир участвует в войне с Поднебесной начала 900-х годов прошлого века. Александра же пишет ему письма из гораздо более позднего времени. Случается так, что Володя умирает, и Александра продолжает писать ему письма на протяжении всей своей жизни. Отсутствие времени, то есть его полное несуществование, в книге играет одну из важных, на мой взгляд, решающих ролей. Это прежде всего очень красиво написанное произведение. Именно слово «красота» — это, по-моему, главное определение этого романа. Меня поразило то, как точно и метко мужчина может писать от лица женщины. Сам автор обмолвился непосредственно в самой книге такой фразой, что каждая картина и каждая книга прежде всего о смерти. Тем самым он ответил на главный вопрос читателя, о чем эта книга. Смерть Володи не стала исчезновением. Автор пытается показать, что смерти как таковой нет. Умирая, человек не исчезает, он продолжает быть. Ты знаешь, наверное, так. Вот есть порог боли. Человек теряет сознание, чтобы не умереть, а есть порог горя. Вдруг перестает болеть. Ничего не чувствуешь, вообще ничего. Сидишь и пьешь чай с ушками. А вот еще, людей кругом много, а когда что-то случается, они куда-то исчезают. А сегодня шла пешком через наш парк. Там как раз закрывали статуи на зиму деревянными щитами, как в гробы заколачивали. Я стояла и смотрела, никак не могла уйти, совсем замерзла. Это меня заколачивали, это я в гробу. Сашенька, может быть, меня убьют. Это все равно лучше, чем вернуться калекой. И не приведи Господь, если придется убивать самому. Ты знаешь, я ко всему готов. Смотрю на волны, на тучи, под ногами глухие толчки, рокот из машинного отделения. И такое странное ощущение в душе. Не знаю, как тебе объяснить. Мне кажется, в этой книге есть какая-то доля гротеска, что ли. Это даже не фантастика, но она совершенно современная и реалистична. Переходим к нашей следующей теме. Это тема, естественно, 9 мая. Очень большое количество информации, которая присутствует вокруг нас, мы не осознаем эту информацию. Вообще нет. Да, то есть, вроде бы есть 9 мая, и у ребенка спрашивают, что такое 9 мая? День Победы. Над кем? Над чем? Над фашизмом. То есть, факты, они, в общем-то, известны. А вот что за этим стоит, очень часто остается непознанным.
много информации, много рекламы, фильмов. И я не задумывался никогда. Вот я так недавно прошелся, а люди же умирали действительно. Вот ты бежишь с автоматом на врага, и ты знаешь, что в любую секунду просто тебя может не стать. Вот был, и все, и тебя нет. И я вот об этом именно задумался. Как вообще? Это же очень страшно. Ну да, просто на секунду представить. На секунду представить, и я так задумался. О, блин. И сколько еще погибло, и я прям так... У меня просто слов не было. Я когда беседовал с ветеранами, говорят, вот у нас был выпускной. Мы гуляли в выпускной, на следующий день началась война. Мы пошли на призывной пункт. И я себя вспоминаю, когда я был выпускником, да я вообще бы, я не знаю, что я бы делал, если бы на следующий день началась война. Я не знаю, я бы, может, спрятался бы, может, у меня духа не хватило бы. Это было страшное время, и в то же время это было время вот молодости этих людей, и в чем-то счастливое время. И вот нельзя, чтобы эти люди молчали. Нужно стараться общаться с ними не только для себя, не только для того, чтобы узнать, как это было на самом деле, а и чтобы ветераны могли выговориться, потому что это очень важно. Человеку рассказать, передать, поделиться, и чтобы их поняли. Ну что ж, друзья, поздравляем вас с праздником Великой Победы, с 9 мая. С вами была программа «Пропеллер». Увидимся ровно через неделю. Всего вам доброго и до новых встреч. Всем пока.